уже буду. Дорогие друзья, через несколько минут мы начнем прямую трансляцию подведения итогов республиканского онлайн-конкурса письма «Почему я хочу подарить эту книгу». Мы ждем и победителей, всех участников этого конкурса, педагогов, родителей, школьных библиотекарей, наших коллег из детских и муниципальных библиотек нашей Чувашской республики. Действительно, писем было очень много было писем. И вот об этом мы сегодня вместе с моими помощниками, они немножко волнуются, мы сегодня проведем вот такую трансляцию в прямом эфире и поздравим всех победителей этого конкурса. Давайте собирайтесь у экрана компьютеров, смартфонов, телефонов, включайтесь, подключайтесь и услышите, самые первые вы услышите имена победителей нашего конкурса. Конкурс был очень интересный. Мы узнали о предпочтениях, книжных предпочтениях очень многих ребят, которые по каким-то причинам захотели подарить ту или иную книгу. Количество этих и писем, и книг очень большое. Давайте мы подключаемся к компьютерам. Буквально через несколько секунд мы начинаем прямой эфир, поздравления и подведение итогов нашего конкурса. Добрый день, дорогие друзья! Привет, ребята! Разрешите представиться. Меня зовут Галина Александровна Кузьмина. Я специалист Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки. Сегодня у нас очень праздничный и немного волнительный день, потому что мы вместе с моими помощниками, нашими читателями, учениками средней общеобразовательной школы номер 40 Давидом Тришиным и Вероникой Кузьминой сегодня подведем итоги республиканского онлайн-конкурса письма «Почему я хочу подарить эту книгу», который проходил в рамках 5-й общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения. Ребята, а вот вообще, что означает само слово «письмо»? Это когда один человек на бумаге ручкой пишет текст другому человеку. Сегодня письма отправляют по электронной почте в виде СМС мобильного телефона. Молодцы, верно. Действительно, письмо – это текст на бумаге или других материалах, которые используют при переписке между двумя или более адресатами. Ну, сначала письма писали на глиняных черепках, потом на листе пергаментной бумаги или куске бересте, а уже затем начали писать на бумаге, который раньше писался такой острой палочкой, затем вот такими гусиными перьями, да, затем вот такими перьевыми ручками, ну а сегодня вот такими простыми, да, авторучками. Но действительно, что сегодня у современных людей слово «письмо» вызывает ассоциации с компьютером, интернетом, электронной почтой. Все реже мы берем в руки бумагу, карандаш, ручку, конверт, как это было всего несколько лет тому назад. Письмо – это не просто слова, это кусочек души, который ты даришь адресату. А письмо, запечатанное в конверт и вытащенное из почтового ящика, вот кажется вот таким живым, дышащим и настоящим. Вот такие интересные и познавательные письма, а их у нас, представляете, 150 писем прислали нам со всех уголков нашей республики ребята на этот конкурс письма. Я хочу напомнить, что цель нашего конкурса – это привлечь внимание детей и подростков вообще к книге,
сохранить российские традиции эпистолярного жанра и, конечно же, возродить в обществе традицию книгодарения. Но немножечко я хочу пояснить, что же такое эпистолярный жанр. Ну, во-первых, письмо начинается с приветствия к адресату. Ребята, вот как бы вы обратились в письме? Здравствуй, папа. Привет, Дима. Ну, правильно. Во-вторых, после таких слов приветствия и обращений следует сам текст письма. В конце письма обычно мы помещаем слова прощания, уверения в уважении, дружбе и любви. Этот конкурс, как мы уже говорили, проходит в рамках акции «Дарите книги с любовью», главная идея которой – вдохновлять людей по всему миру дарить книги друг другу, библиотекам, друзьям, знакомым. И самое главное, что книга, бумажная книга, остается актуальным подарком и не теряет своей актуальности даже век информационных технологий. А сейчас мы послушаем поздравления, которые записала для читателей нашей республики детский писатель из Москвы Елена Усачева, автор более 30 книг. Тот, кто любит читать, тот, кто любит читать, может столько увидеть и столько узнать. Привет, дорогие друзья! Ребятам Чувашской Республики, всем прекрасным читателям, читательницам и почитателям книги шлет большой привет детский писатель из Москвы Елена Усачева. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! У вас сегодня прекрасный праздник, День книгодарения. Это же так здорово поделиться с другим человеком той книжкой, которая вам очень-очень понравилась, поделиться с другим человеком частичкой своей радости. Дарите книги, читайте книги, живите с книгой, и ваша жизнь станет удивительной и неповторимой. Еще раз привет из Москвы и хорошего праздника! Возьмите в руки книгу, дети. Получив огромное количество писем, мы испытали чувство радости и огромный интерес. А что же в них написано? Какие книги ребята хотят подарить своим друзьям и библиотеке? Вот мы сейчас зачитаем отрывки из писем участников конкурса. Мне понравилось вот это письмо. Моя любимая книга «Незнайка». Я могу поделиться этой книгой с друзьями, потому что она большая. Там 3 части, и она очень интересная. Надеюсь, им понравится моя книга. Эта книга мне досталась от прадедушки. Ему уже 101 год, и он еще жив. Он подарил мне на день рождения. Книга «Лучший друг человека». Именно благодаря ей у нас обогащается словарный запас. Хочу, чтобы все дети любили читать. Шибанова Екатерина, 9 лет, 3 А-класс. Школа номер 30 города Чебоксары. А мне понравилось письмо Арсения Козырева, ученика 4 класса гимназии номер 2. Почему я хочу подарить книгу «Пеппи Длинный Чулок»? Недавно прочитал книгу «Пеппи Длинный Чулок» Астрид Линдгрен. Я хочу подарить ее своим родителям, чтобы они оставались детьми. Взрослым никогда не бывает весело. Пеппи – одна из самых фантастических героинь Астрид Линдгрен. Она делает все, что пришло ей на ум. Необыкновенная девочка может веселиться целый день. Пеппи – мечта ребенка о силе и благородстве, богатстве, щедрости, свободе и самоотверженности. Она любима многими поколениями, маленьких и взрослых. Козырев Арсений, 10 лет, гимназия номер 2, город Чебоксары, ученик 4 Б класса. Да, вот такое замечательное письмо написала Арсения. А вот это очень откровенное письмо. И начинается оно так. Здравствуй, дорогой друг. Если честно, я не очень люблю читать и делаю это с большой неохотой. Ну, каждый день я читаю по 30 минут. Так мы договорились с мамой. Больше этого времени я читаю редко.
Только если книга, очень интересная. Именно такую книгу мне подарили на день рождения. Я просто не мог от нее оторваться и прочел ее за 2 дня. А ведь в ней 160 страниц. Эта книга называется «Как быть кошкой». Мне эта книга очень понравилась. Она смешная, забавная и совершенно не скучная. Эту книгу я подарил бы своему другу. Так написал Валерий из 5 класса Маргаушской средней школы. Спасибо, Валера, за такую откровенность. Меня зовут Руслан, я учусь во 2 классе средней школы номер 30. Я с удовольствием прочитал книгу «Нос выживая шляпа». У меня есть друг Дима, он большой выдумщик, поэтому с ним случаются всякие юмористические истории. Я решил подарить эту книгу ему. У меня есть лучший друг Галкин Илья. Он очень любит читать книги. Я бы хотел на его день рождения подарить ему книгу Носова в виде Малии в школе и дома. Это письмо написал Дима Федоров из 4 Б класса, гимназия 2, город Чебоксары. Да, вот такое замечательное письмо написал Дима. А у меня тоже есть еще одно письмо, которая говорит, что одна из моих самых любимых книг – повесть Троепольского «Белый бим, черное ухо». Я хотел бы ее подарить школьной библиотеке. Возможно, кто-то, прочитав эту повесть, взглянет на бездомных животных другими глазами или захочет взять себе четвероногого друга из собачьего приюта. Это отрывок из письма Дениса Федорова, ученика 9 класса средней школы номер 10 города Чебоксары. А какие еще книги ребята захотели подарить ребятам? Это Андерсона «Гадкий утенок», Галина Белгалис «Сила Тава», почти все книги Николая Носова, Валентина Катаева «Сын полка», Крапивина «Та сторона, где ветер», Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», книги Корнея Чуковского, и, конечно же, многие и многие другие. Членам жюри было, поверьте, очень трудно определить выбор, потому что письма, все были интересные, правда, ребята, вы тоже их читали, но конкурс есть конкурс. Итак, наступает самый волнительный момент нашего сегодняшнего эфира. Мы объявляем победителей. В возрастной категории 7-9 лет 3-е место присуждается Максиму, ученику 3 класса Шахазанской школы имени Михаила Сеспеля Канавского района, и Шалимову Руслану, ученику 2 класса школы номер 30 города Чебоксары. Максим написал в письме о баснях Ивана Крылова, а Руслан дарит своим друзьям книгу «Нос выживая шляпа». Поздравляем! 2 место присуждается Ивановой Ксении, ученице 1 класса школы номер 57 города Чебоксары. И Горюхиной Дарьи, ученица 2 класса школы города Боринский Посад. В детской библиотеке Ксения подарит книгу Степанова «Мы живем в России». Ксения дарит своему классу книгу Астрид Лингер «Пеппи длинный чулок». Поздравляем! 1 место присуждается Егорову Станиславу, ученику 2 класса гимназии номер 2 города Чебоксары. Станислав дарит школьной библиотеке книгу Корнея Чуковского «Путаница». Поздравляем! Ко всем нашим поздравлениям сейчас присоединяется писатель Екатерина Каретникова, которая живет в городе Санкт-Петербурге. Она лауреат литературных премий для детей и подростков. Тот, кто любит читать, тот, кто любит читать, может столько увидеть и столько узнать. Добрый день, дорогие юные читатели из Чувашской республики. Меня зовут Екатерина Каретникова, и я пишу книги для детей и подростков. Я хочу поздравить вас с Днем книгодарения и пожелать, чтобы в вашей жизни было как можно больше хороших книг. И еще пожелать здоровья, успехов во всех ваших начинаниях, и чтобы все у всех у вас и у нас было хорошо.
Возьмите. Спасибо и Екатерине Усачевой, и Елене Усачевой, и Екатерине Каретниковой за такие теплые и добрые слова. Я думаю, что ребята обязательно будут читать ваши книги. А мы продолжаем называть победителей конкурса возрастной категории 10-12 лет. Третье место присуждается Федорову Дмитрию, ученику 4 класса гимназии номер 2 города Чебоксары, и Артемьевой Татьяне из Бресинского района. Татьяна написала о книге, которая называется «Чувашский ледумек. Прерванная дистанция», посвященная 105-летию со дня рождения первого из уроженцев республики, чемпиона страны по легкой атлетике Тимофея Петрова. Это письмо было написано на чувашском языке. А Дмитрий хочет подарить книгу Николая Носова «Живая шляпа», как мы уже узнали это из письма, которое нам прочитал Давид, своему другу Илье. Поздравляем! Второе место жюри присудило Волковой Татьяне, ученице 5 класса Яндобинской средней школы Аликовского района, и Козыреву Арсению, ученику 4 класса гимназии номер 2 города Чебоксары. Таня написала в книге Галины Белгали «Сила Тава», а Арсений о книге Астрид Линдгрен «Пеппи длинный чулок», которую хочет подарить своим родителям, чтобы они в душе немного оставались с детьми. Поздравляем! Первое место присуждается Максимовой Марии, ученице 6 класса Маргаушской средней школы. Своим одноклассникам она подарит книгу Катаева «Сын полка». Поздравляем! Сейчас мы с вами объявим имена победителей возрастной категории 13-16 лет. Третье место присуждается Андачковой Анастасии, ученице Большевыльской школы братьев Семеновых Аликовского района, и Шуванову Анатолию, ученику Петеркинской средней школы Красночитайского района. Анастасия дарит книгу Владислава Крапивина «Та сторона, где ветер», а Толя дарит библиотеке свою любимую книгу, сказку Петра Ершова «Конек-горбунок». Поздравляем! Второе место присуждается Максимовой Юлии, ученице 9 класса Шахазанской школы имени Михаила Сесполя Канашского района, и Милиной Анастасии, ученице гимназии номер 2 города Чебоксары. Настя дарит своим друзьям книгу «Экзюпери. Маленький принц», а Юлия написала в письме моим одноклассникам: «Я подарю книгу Космодемьянской повесть о Жое и Шуре». Поздравляем! Мы поздравляем Федорова Дениса, ученика 9 класса средней школы номер 10 города Канаш, занявшего первое место в школьной библиотеке. Он подарит книгу Троепольского «Белый бим, черное ухо». Поздравляем! Поощрение членов жюри удостоилось Шибанова Юлия, город Чебоксары, Палладьев Валерий и Данилов Кирилл из Маргаушского района, Овчинникова Елизавета, город Канаш, Петрова Юлия, поселок Ибресье. Оргкомитет республиканского онлайн-конкурса письма «Почему я хочу подарить эту книгу» благодарит учеников и преподавателей гимназии номер 2, среднюю общеобразовательную школу номер 2 города Чебоксары за активное участие в конкурсе, но самое главное – за любовь к книге и чтению. Библиотекам этих учебных заведений сегодня на праздничной ярмарке книгодарения от наших спонсоров и дарителей будут вручены комплекты замечательных детских и чувашских книг. Просто мы хотим, пользуясь случаем, объявить о том, что все победители и участникам конкурса будут высланы дипломы и благодарности. А о том, как быть здорово детским писателем, рассказывает автор детской и обучающей литературы Татьяна Рик. Тот, кто любит читать, тот, кто любит читать, может столько увидеть и столько узнать. Считаете ли вы себя успешной женщиной? Конечно, считаю, да. Я многого добилась, много, да. У меня 33 книжки, я много книг проиллюстрировала и своих, и чужих. Я преподаю много. Отучилась на телеведущую, на телерадиоведущую в МИТРО. Сейчас мы провели конкурс рисунка по моим книжкам, очень масштабный.
600 с лишним работ у нас было, прям прекрасные работы детские со всех концов, даже мира, можно сказать. Как вы о себе говорите? Я писатель или я писательница? Я говорю писательница, я говорю, я детская писательница всегда. Когда вы решили, что писать книги – ваше призвание? Ой, я в 8 лет решила, что я стану писательницей. И буду рисовать картинки к своим книжкам, ну и так я, собственно, и делаю всю жизнь. Вы помните свой первый рисунок? Я помню этот момент, когда мне было 5 лет, и я нарисовала какую-то дурацкую девочку с бантом. И бабушка мне сказала: хорошо, у тебя хорошо получилось. И я решила, что хорошо. И никогда в этом не сомневалась. Вот я понимаю, что сейчас, наверное, это смешно. Я так была уверена, что да, это хорошо, и все, и шла прямой дорогой. Возьмите. Мы благодарим Татьяну Рик за такое очень интересное и содержательное интервью. И просто хочу сегодня сказать о том, что Татьяна позвонила утром и поздравила всех любителей книги чтения, всех библиотекарей, дарителей, читателей с этим замечательным праздником, Днем книгодарения. Ну, ребята, а вот какие бы книги вы подарите вот в этот праздник? И кому? Давид. Я хочу подарить школе книгу «Рассказы Носова», чтобы дети очень хорошо читали. И эта книга очень веселая, но в то же время и поучительная. Ага. А Вероника, а ты бы какую книгу кому хотела подарить? Я бы хотела бы подарить книгу Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Я бы хотела бы подарить эту книгу моей подружке Яне из детского сада. Ой, какие замечательные, что удивительно. Представляете, да, друзья, у ребят одинаковый вкус. Дарит книгу Носова. На самом деле это очень читаемый автор, узнаваемые произведения, которые читали ваши бабушки, дедушки, мамы и папа. И сегодня читаете вы, и будут читать ваши друзья. Дорогие друзья, мы благодарим всех участников конкурса, поздравляем победителей и их руководителей. И давайте с любовью дарить друг другу